Сейчас я приглашаю педагога Каната Сергалиевича Фаткулина, пожалуйста. Вот такой вопрос, это уже у нас такой, как блиц. Сколько лет вы преподаете в Таберике? Сколько я работаю? Сколько работаю? Ну, это я самый молодой, считается. По-моему, в Таберике. Я работаю, 6-й год, получается. 6-й год. Вот 6-й год работаю. Вот. Но 12 лет он был родителем, который водил детей в Таберик. Подождите, это вот как получается? Вы водили ребенка, там была такая трилогия занятия, где учили родителей, и затем вы стали преподавать, или нет? Нет, я вообще работал, раньше в ансамбле танца Таберик, в ансамбле танца Акмарал, в государственном ансамбле. Потом кое-как было время, я уволился оттуда. Я проработал несколько лет в Турции, потом возвратился. Здесь работал. И что-то вы как-то так совсем не весело, меня... как солдат какой-то, который воевал. Да, у меня получается такая жизнь, что я как Фигаро. Фигаро там, Фигаро тут. Так что, получается, вы танцовщик, да? Я вообще, да. Вы занимались танцами у уважаемого Мелиса. Да, Майке, у Мелиса Асылбашева. Просто так получилось, что у меня дочка ходила сюда в Таберик. И такой был случай, что она выпускалась. И вот на выпуске она попросила, папа говорит, давайте с вами станцуем. И я вышел на сцену после определенного отрыва времени, вот, отрезок у меня был от танцев. Я вышел на сцену, и душа у меня раскрылась. Я решил попробовать свои силы в преподавательской деятельности. Пришел, устроился к ним на работу. То есть душа восторжествовала, скажем так, да? Да. То есть солдат нашел таки свое войско, да? Куда я, вообще так оно и есть. Я как бы обратно я пришел на то, куда я вообще раньше хотел, кем я хотел быть. Например, Канат Сергалиевича, мне так нравится его безудержная энергия именно по поводу выездов на фестиваль. И ему нравится, и он приучает уже нас всех к тому, что нужно ездить не просто на фестивале, на конкурсы. Вы в Оман часто ездите? Вот, да, про Оман это прям отдельная история, это прям 10 лет судьба ансамбля очень сильно связана с Султаном Оман. Потому что, максимальный рекорд, какое количество мы вывозили детей на один фестиваль, это было 120. Вот одномоментно мы выехали, 125 человек детей. И все расходы на фестиваль несет приглашающая сторона. Вы представляете, какой это шанс? То есть билеты, визы, и потом это высокий уровень, это же люди, скажем так, далеко не бедные, они могут себе позволить что-то лучшее, да, в мире? Да, конечно. Если они выбирают Таберик, то это говорит только о том, что это лучшее. У них там есть свой рейтинг, как часто на фестивале приезжают там другие. Мы, конечно, лидируем. Вот Таберик, Султан Оман был на настоящий момент 22 раза. А вот мы стоим на первом месте по рейтингу посещаемости этой страны на фестивалях. А на втором месте, там, по-моему, у них идет Египет. Вот они, например, были 12 раз. Вот представьте, они просто рядом просто живут, поэтому. Нет, конечно, это уровень, безусловно. 2 раза, если тебя туда зовут так часто, они уверены в нас, они уверены в наших силах, они уверены, еще хочу сказать, что, конечно, в наших детях. Конечно, вот эта гастрольная деятельность наша очень большое это влияние имеет на качество нашей работы и вообще на деятельность Таберика. Вот мы часто стали выезжать на конкурсы. Особенно последние 5 лет, мы побывали уже и в Туркмении, и в нескольких городах России, в нескольких городах Казахстана, и Узбекистан. Последняя была у нас Ташкент. Мы стали победителем в Ташкенте на конкурсе современной хореографии и пластики, который организовала дочь президента Гульнара Каримовна. И я что хочу сказать, что надо почаще нам тоже выезжать на такие конкурсы. Это стимулирует, во-первых, детей. А кто финансирует ваши поездки?
к сожалению, финансируют все это родители. Это все лежит на плечах Это родителей. инициатива родителей, да? Нет, Финансовая. еще раз. То есть финансовая инициатива родителей. Да, на 100% это финансируют родители. Просто сейчас как бы трудно найти спонсоров. Мы хоть и ищем спонсоров, пытаемся что-то делать, пытаемся писать письма, но это, к сожалению, не получается. Не все финансируют это, не все Что-то ваш берутся за педагог это. как-то не отличается оптимизмом. Он у вас такой альтер-эго вашего коллектива, да? Вы просто... Самый Я скромный, оптимист, самый я спокойный. оптимист. Он очень старается быть Я таким. оптимист просто. Он, видимо, волнуется и так Да, старается есть говорить. немножко волнения, поэтому я... Да. да. А так вообще Если я бы вы его оптимист увидели по на жизни. уроке, вы бы так не сказали, конечно. Да? Вот у нас, кстати, вот мы сейчас на днях, вот в понедельник выезжаем на международный конкурс детского творчества в Москве. Он будет очень такой престижный конкурс, называется «Открытая Европа». Надеюсь, мы там займем почетное место. Там коллективы профессиональные? Нет, там детские коллективы. Это Детские коллективы. это фестиваль, конкурс детского творчества. Детского творчества. Да. И Это СНГ, да? да, это там будет представлять 15 стран мира, одну из которых будем представлять мы. Я надеюсь, мы приедем сюда с наградами. Я вам предлагаю легкий блиц, буквально 2-3 слова о Таберике, и мы приглашаем потом наш хор. Пожалуйста, Сергей Вениаминович, да. Что такое Таберик? Таберик — это мир, это большой мир. Это люди, которые заведены на деле и которые с самых малых лет, вот с 4 лет, да, начинают учиться жить. И по сути, когда они заканчивают, вот они уже готовы войти в жизнь. Поэтому я думаю, это огромная школа. И в сравнении с общеобразовательными школами, да, вот воспитание эстетическое такое, это на всю жизнь. Закалка на всю жизнь. Таберик – это тоже моя судьба, и не только моя судьба. Не так давно приехала, вернее, из Германии девушка, которая несколько лет тому назад кончила, стояла на ступеньках, увидела нас и говорит: это такое счастье, заплакала и убежала. То Таберик — это большущий мир, который нужно проживать. И слава Богу, что он у нас есть. Вы сами знаете, вот все, что сейчас здесь сказали, это правда. Я под всеми словами подписываюсь. Спасибо. Самый веселый педагог студии Таберик. Ну, Таберик для меня это тоже, это большая часть жизни, это то место, где я воплощаю свои фантазии, идеи. Где вы счастливы? Я очень счастлив, что я работаю. Мы сегодня в программе посмотрели уже 2 танца, но и много говорили о том, что дети еще и поют в Таберике. Сейчас я приглашаю хор. Они исполнят гимн, который написала Ольга, который будет исполняться на концерте 8 апреля. Промчалось детство наше золотое, но если хочешь заглянуть обратно, полвека с лишним Таберик со мною, и это правда, да это правда. Полвека с лишним Таберик со мною.